Недельная глава Толдот. The weekly chapter Мы Todot. продолжаем говорить о We continue бесплодии. to talk about uncleanness. Я обращался именно And he has в said закарпатские to all Украину, в Европу, of бразильские Europe общины, and those of the чтобы deeds, они участвовали that way they may be a part именно в of служении, this type которое of understanding мы which we приносили плод. have brought in fruit. Но они отказались. But they Поэтому have это denied. Бог сделал And therefore сам через God мою has семью, done this которая through my будет family, свидетельствовать против which тебя. will be В последний said against день you твои in the last зеленые day. листья смоковницы Your ничто, green leaves ибо are нет nothing, плодов. for there is no Адам fruit. и Ева сшили себе Adam смоковные and Eve листья have set и сделали upon себе these seeds опоясание, and Бытие have 3:7. set upon the Только Genesis листья, 3:7. а плодов Except нет. leaves, but no fruit. Хочу теперь сказать, I что would like наш to say мир Right покидают now, две that our категории world людей. is with two categories Первое, of если people. человек The исполнил все свои if a person предназначения, has obeyed исполнил everything и that he was принес supposed плод to, Богу, and has тогда brought in Бог fruit to забирает God, его к себе. then God Бытие takes him 5:24. Это Genesis Енох. 5:26. 4 This is Царств, Enoch, 2 the глава, 4th 11 chapter. стих. Это Илия, и все благочестивые праведники, говорит Танах, Исайя 57:1, Премудрость Соломона, 4 глава, 7 по 10 стих. И также другая категория людей, если не приносит плод, эта душа опускается в более нижние миры, это в ад. Однако и такое встречаем на нашей планете Земля, что человеку 78 лет, это злой человек, бесплодный, дышит всяким беззаконием, идолопоклонством. Нам это непонятно, почему ему дана его еще жизнь, но Богу понятно, и все ясно, ибо у него в книге жизни написано все дни, и он ждет именно от этого покаяния плоды, как сказано, и когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. Езекиила 33:19. Эта смоковница духовно означает не только Израиля, храм, синагоги, церкви, но и ты, и я, и вся вселенная. Бог заботится о нас, ждет от нас покаяния, возвращения к законам жизни. Иезекиила 18 глава, 21 стих. Если беззаконник обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Яхве, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Смоковница должна расцвести и принести плод закона Божьего, а не вымыслов человеческих, которые Бог ненавидит. Псалом 118, 113. 113. Деньги твои, может, уходят на украшение церквей, а там мерзость и запустение. Матфея 24:15. Жилище бесов и пристанище всякому нечистому духу. Откровение 18:2. Деньги твои уходят для твоих пастырей и пастырек, которые разъезжают на острова отдыхать. Апостолы были посланы на острова страдать. Ты должен употреблять свои деньги так, чтобы разутительность оберегала тебя. Притчи 2:11. И там должен давать деньги, десятины, милостивые жертвы, где будет принесен плод, плод истины Божий, плод вечный, сокровище на небесах. Наше служение год Иерусалима в этой седьмине призывает всех на дела милосердия, как об этом говорит Танах, Михея 6:8, посылая ваши пособия, Деяния 11:29, в Африку, там умирают от голода, и за каждую смерть Мессия спросит тебя, почему ты лично не стремился принести своей лепты, милостыни, дабы имели эти жители, что пить, кушать, и во что одеться, и лечиться, и так далее. Возможно, тебе и оставили жить на 1 год.
как смоковницу, дабы ты принес этот плод в Африке. Но не забудем и за голод духовный, дабы мы также могли познавать духовную пищу вовремя от рабов Божьих, как сказано, Матфея 24:45. Всем жителям планеты Земля, для этого наше служение прозелитизме также нуждается в поддержке пособия. Деяние 11:29. Не забудем за то, что для нашего духа также нужен плод. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Ефесянам 5:9. В Евангелии Иоанна 1 главе мы читаем, как Мессия указал то, что он видел Нафанаила под смоковницей. Этим вызвал его на плод. Возможно, и ты, как Нафаил, под смоковницей в церкви сидишь, то Бог вызывает тебя, говоря: выйди из церкви, где мерзость и запустение, и пристанище бесам и нечистым духом. Выйди, как Нафанаил. Откровение 18:4. Выйди с Вавилона, и так ты сможешь принести плод. Возможно, ты мал ростом духовным, не видишь истинного Мессии, рожденного от семени Давида, как Захей, то теперь говорит и тебе Мессия: сойди же с этой смоковницы. И как Захей совершил плод, половину имения свое отдал нищим, и если кого чем обидел, воздал четверо. Луки 19 глава 8 стих. О смоковнице возьмите подобие, сказал Христос, Матфея 24:32. Эта смоковница многому чему может научить нас, дабы ты, как Нафанаил, вышел на путь ученика Христа, как Захей совершил дела милосердия, половину отдавал на дела Божье, дабы плоды многие тебе увидят на небесах. Смоковница научила тебя, что и когда тебе надлежит делать вовремя. Матфея 24:32. Смоковница учит тебя, дабы ты искал мудрости, и найдешь ее. Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седины твоей найдешь мудрость. Приступай к ней, как пашущий, сеющий, ожидая добрых плодов ее, ибо малое время потрудишься возделывание ее, и скоро будешь есть плоды ее, говорит Сирах, 6 глава с 18 по 20 стих. В этой главе также говорится: копали рабы Исааковые и нашли там колодец воды живой. Бытие 26:19. Мы продолжаем говорить о серии проповедь о водах. Сказано: Бог ведет нас в землю добрую, землю собраний, группу, общества, где поток вод. Второзаконие 8:7. В этой земле, в общине, смоковницы приносят свой плод. Второзаконие 8:8. И если ты, дорогой житель планеты Земля, подверг себя таковым проклятиям, как бесплотная смоковница, и ты уже как дерево, которое срублено и замер, то знай, лишь как почувствуешь воду, этот поток вод, Второзаконие 8:7, тогда дам душе твоей отпрыски, и пустишь ветвы. Иова 14 глава 7-8 стих. И принесешь плод святой, и конец твой жизнь вечная. Римлянам 6:22, Откровение 22:14, Исайя 60:21.